Всем привет, с вами Сибдейтон. Мы, можно сказать, продолжаем курс изучения хакасского языка. Почему продолжаем? Дело в том, что я тут много раз пытался начать и никак, откровенно говоря, не могу завершить некий курс от себя, от Сибдейтон, некий курс изучения хакасского языка. По разным причинам, по сути это не важно. Давайте теперь поговорим о том, на что мы будем опираться. Вы видите на экране русско-хакасский разговорник. Я ничего своего придумывать не буду, кроме единственного видеоурока, который изложен вот в таком варианте. Вы зайдите на канал «Изучаем хакасский язык», точнее говоря, «Хакасский язык плюс». Этот канал выглядит вот таким образом. Рекомендую подписаться тех, которые хотят изучать язык или ознакомиться с какими-то основными фундаментальными правилами хакасского языка. И рекомендую хакасский язык? Вот это видео. Я здесь пытался рассказать о базовых фундаментальных свойствах хакасского языка, что нужно всегда помнить. И это видео, я думаю, оно актуально, по сути, всегда, наверное. И теперь, конечно же, следующие видеоуроки, которые я буду теперь записывать, они будут иметь следующий смысл. Я просто буду озвучивать то, что прописано в этой книге. Озвучивать и давать свои некоторые комментарии. Этот учебник составлен очень высококвалифицированными специалистами. Они работали в свое время в Хакняле. Это исследователи хакасского языка, это ученые Аджиганова Ольга Петровна, Субракова Ольга Васильевна. Это ведущие специалисты. Они были ведущими специалистами сектора литературы в Хакняле. И, в общем-то, я опираюсь на их труд. Моя задача, я еще раз говорю, озвучить, всего лишь озвучить те тексты, которые здесь есть. Давайте немного по этой книжке. Я пройдусь быстро, чтобы не задерживать ваше внимание. Я думаю, что вы сами ознакомитесь с этой литературой, с этой книжкой. В электронном варианте ссылку на эту книжку я дам под этим видео. Вы точно так же посмотрите, пролистаете, и я думаю, у вас будет возможность самим читать тексты. В предисловии авторы рассказывают о состоянии хакасского языка на конец 2000 года, на конец 20 века, проще говоря. Вы посмотрите, здесь дается фонетика хакасского языка. Хакасский алфавит не поменялся, он остался таким же. 39 букв в хакасском алфавите, но я хочу сделать некоторое пояснение. По замечанию Венедикта Григорьевича Карпова, доктора филологических наук, он говорит, что в хакасском языке не хватает еще одной буквы «э». Я с ним согласен. Например, допустим, в хакасском языке есть слово «харга» или «харга». «Харга» – это ворона, «харга» – снегу. Но в письме «а» и «э» обозначается одним и тем же знаком «а». Как-то наши ученые до сих пор еще эту задачу не решили. И эта проблемка, небольшая проблемка в понимании звука «э», оно еще остается, поэтому у некоторых это вызывает определенные трудности. И, конечно, надо понимать, что звук «харга» – это другой смыслоразличительный звук. Это нужно помнить. Надо запомнить то, что в хакасском языке всего лишь 6 различительных звуков. 3 согласных и 3 гласных. Например, давайте я тут их подчеркну, наверное. Например, давайте возьмем согласные. Г. Произносится он так. Г. Этого звука нет в русском языке. Г. Следующий звук, тоже нет этого звука в русском языке. Но есть в английской речи. И
Следующее согласное ж, ж, ж. Этого звука тоже нет в русском языке. Дальше идут гласные. Ну, гласные, давайте мы их подчеркнем другим цветом. Э, 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 э. Дальше идет следующий звук э, э, э. И третье гласное ü, ü, ü. Ну и вот вся хакасская фонетика. А все остальные звуки, они вам известны. Ну, поехали дальше. Тут, конечно, вы прочитайте про длинные гласные. Ну, допустим, ну и так далее. Это уже не суть важно для произнесения. Дальше вы почитайте, посмотрите. Я лишь обратил внимание на самое важное. Ну и поехали теперь дальше. Законы сингармонизма. Я об этом говорил в этом видео. Вот здесь базовое фундаментальное правило хакасской речи. Если вы внимательно послушаете этот урок, я думаю, что этот материал вы освоите без особого труда. Я здесь повторяться не буду, ибо весь материал он здесь есть. По согласным, по гласным вы тут уточните. После этого видео, после того, как послушаете, вы здесь уже уточните детали. Дальше. По грамматике. По грамматике то же самое. Послушайте здесь, обратите внимание на законы сингармонизма. Там я говорю о твердых и мягких гласных. Категорию рода. В хакасском языке категории рода нету. Запомните, в хакасском языке рода нету. Все. Ну и дальше идут имя существительное. Здесь это... Вот смотрите, на все вот эти вот сложные тексты нужно посмотреть следующим образом. Весь хакасский язык – это суть, корень слова и аффиксы. Все. Вот это если запомните, а это отдается вот в этом уроке. Хакасский язык – это корень слова и аффиксы. И тогда вот этот материал вы будете прочитывать именно под этим углом. Помните, что любая часть речи, она будет состоять из корня слова и аффиксов. Конечно, каждая часть речи, она имеет свои специфические какие-то особенности. Ну и тут раскладывается. По временам то же самое, настоящее, прошедшее, будущее время. То же самое, аффиксы надо будет выучить. У каждого времени свои аффиксы. Суть, задача изучения хакасского языка – это выучить количество слов, повторяюсь еще раз, и смыслы аффиксов. Вот и все, что нужно постоянно держать в голове. Причем постоянно нужно помнить, что есть основные законы соответствия звуков друг другу, то есть законы сингармонизма. Я еще раз говорю, я это все даю на этом уроке. Давайте мы сейчас пройдем нашу первую тему – встреча приветствия. Да, как правило, да, мы всегда, и многие всегда начинают с того, чтобы познакомиться. В хакасском языке, да, конечно, всегда приветствует словом «изен». Тут это слово почему-то упущено, ну, я не знаю, вот «изен» – привет, здорово, здравствуй. Эти формы «изен», 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 ну вот да, Сергей, «изен», Сергей, Сергей Александрович, «изеннер». Обратите внимание, я сейчас сказал слово «изен», здравствуй, «изеннер», здравствуйте. Это обращение к старшим. Нер – это аффикс множественного числа. Изеннер. Здравствуйте. Ну вот, давайте еще раз. Изеннер. Здравствуйте. Но если вы хотите со мной поздороваться так, ну, приватно, вы меня хорошо знаете, и говорите «Сибдей, Изен». Привет, Сибдей. Давайте я озвучу. Алжи пулыңар. Будьте гостями, буквально. Алжи – это гость. Пол – будь. Алжи пулыңар. Будьте гостями. Ну, в смысле, добро пожаловать. Алжи пулыңар. Будьте гостями. Ну, когда употребляется это слово? Ну, обычно какие-то официальные мероприятия всегда украшивают вот какими-то плакатами. Алжи пулыңар. Добро пожаловать. Да, алжи пулыңар.
Дальше следующее слово. Войдите, проходите. Кренер, ихтенер. Ну, давайте посмотрим слово кренер. Я тут, давайте еще раз буду подчеркивать. Вот смотрите, в слове кренер входите. Корень слова кр. Запомните, кр, войди. Кр, кренер, входите. Ирт, проходи. Корень слова ирт, проходи. Ихтенер, проходите. Следующее слово одрнар звучит именно таким образом. Одрнар, одрнар. Можно так прочитать, но одрнар. Одрнар. Одр означает садись. Одр. Ну, далее шаластанар. Шаластанар. Раздевайтесь буквально. Ну, знаете, вот шаластан, разденься. Тут, конечно, не в том смысле, чтобы вот вы догола разделись. Даже и в этом смысле, если хотите ребенку сказать, ну, чтобы он догола разделся, шаластан, шаластан, разденься. Хубе шаластан, разденься догола. Хубе – это полностью. Хубе шаластан, шаластанар, раздевайтесь. Кибнер сурнер, кибнер буквально, кип – это одежда, верхняя одежда. Кибнер – вашу одежду, сурынар снимите. Сур снимай. Кип. Корень слова здесь должен быть п, но мы об этом будем говорить в других уроках. Когда глухое согласное попадает между двумя гласными, оно озвончается. Кибнер получается. Кип, кибнер, сурынар. Сур снимай. Сурынар снимайте. Снимите. Ну и стандартное доброе утро, добрый день, добрый вечер. Шалахай запомните добрый, шалахай, шалахай, шалахай. Ну и тут просто добавляете иртен – это утро. Шалахай иртеннен – доброе утро. Шалахай куннен – добрый день. Шалахай ирнен – добрый вечер. Буквально шалахай иртеннен означает с добрым утром, с добрым утром. Шалахай куннен – с добрым днем. Буквальный период. Шалахай ирнам с добрым вечером. Ну и дальше стандартные фразы, которые тут прописали. Как вы доехали? Ну, предположим, гости к вам приехали, да, тут ситуация принятия гостей. Как вы доехали? Вы сирер. Как хайди? Как вы доехали? Хайди сирер щитинер. Шахсы щитнер, хорошо ли доехали, буквально переводится на самом деле. Шахсы хорошо, щитнер, щит, доходи, доезжай, щитнер, вы, да, это вопросительная частица. Шахсы щитнер, буквально хорошо ли вы доехали. Хазингар хайдагдр, каково ваше здоровье, буквально. Хазингар ваше, хайдагдр, здоровье. Каково ваше здоровье. Как поживаете? Хайди шухтапшазар. Хайди шухтапшазар. Как поживаете? Хорошо. Хорошо означает шахсы. Ну, тоже вариант ответа. Хайди шухтапшазар. Как поживаете? Шахсы. Хорошо. Амрхасх. Амрхасх. Амр тихо, спокойно. Кельжа. Медленно буквально переводится. Кельжа не торопясь. Ну, хайди шухтапшазар. Шахсы амрхасх кельджи. Что нового? Хайды хабарлар пар, я бы сказал. Какие новости буквально есть? Хайды хабарлар пар. Какие новости есть? Хайдах. Какие? Хабар. Новость. Лар множественное число. Хайдах хабарлар. Какие новости? Андах мандах хабар шогл. Андах мандах такой секой. Буквально, да. Хабар, новость, шогл. Нету. Таких всяких новостей нету, буквальный перевод. Ну, ничего особенного. Андах мандах хабар шогл. Вы в отпуске? Сирер тынын шазарба. Сирер вы. Тынын шазарба. Тынын буквально отдыхай. Тынын шазар. Вы отдыхаете.
либо это вопросительная частица. Серер тынанчазарбе. Я бы, наверное, спросил серер отпуск тазарбе. Потому что вот тынанчазарбе еще можно понять буквально на пенсии. Ну, тут еще непонятно, что именно в отпуске. Но я бы спросил бы, употребляя русское слово, серер отпуск тазарбе. Дай отпуск до конца месяца. Я айтозлгынчы тынынчым. Я менің отпускым айтозлгынчы. Менің отпускым, менің мое отпускым, мой отпуск. Менің отпускым айтозлгынчы. Ну, я айтозлгынчы, да, ай это месяц, я это согласие, да, я. Тозлгынчы, пока не закончится, тозл, корень слова, тынанчам, отдыхаю. Да, пока месяц не закончится, я отдыхаю. Буквальный перевод. Где вы остановились? Хайде түстіңер, но түс это буквально слезай, сходи. Можно сказать түс, автобустың түс. Сойди с автобуса. Автобустың түс, сойди с автобуса. Машинадан түс. Велосипедтің түс. Ну и так далее. Поэтому хайда түстіңер, я бы сказал бы хайда тухтабыс. Хайда тухтабыстыңар. Хайда тухтабыстар, нужно сказать. Тухтабыс, остановись. Где вы остановились? Ну, имеется в виду на проживание. Хайда тухтабыстыңар. Мен хакасе гостиницада тухтабысқым. Правильно так должно быть. Мен хакасе гостиницада тухтабысқым. Мен ахбын гостиницада тухтабысқым. Тухтабысқым. Мин хакасе гостиницада тухтабысқым. Или мы хакасе гостиницада тухтабысқыбыс. Тухтабысқыбыс. Ну вот я озвучиваю всего лишь эту систему русско-хакасского разговорника с небольшими своими комментариями. Спасибо за внимание тем, кто смотрел. Если у вас появятся вопросы по данному уроку, задавайте прямо под видео, либо задавайте здесь, в группе хакасского языка, уроки хакасского языка на Facebook, если у вас здесь. Если у вас нет на Facebook, обязательно открывайте там аккаунт, если у вас есть желание. И уроки хакасского языка, видео вы увидите вот на этих страницах, а также на YouTube. На YouTube в канале Хакасский язык. Тут есть плейлист. Что такое? Плейлист русско-хакасский разговорник. Что такое? И в этом плейлисте, видите, справа пока только один урок. И теперь я думаю, что этот урок попадет вот сюда, вниз. С вами был Сибдей Том с уроками хакасского языка по русско-хакасскому разговорнику Ольги Васильевны Субраковой. До следующего видео.